по Якутску. И если два из них, это как раз, опять же, в рамках продолжения того заражения, которое было у людей ранее, то есть это семейные пары уже, так, жены заболели у мужей, то вот третий случай, он вызывает у нас самые большие опасения, это жительница города Якутска, которой 82 года. Сейчас она с пневмонией поступила, и ее состояние достаточно тяжелое. Так? И врачи сейчас борются за ее жизнь. Это говорит о том, что вот как раз то, о чем мы всегда говорили, о том, что болезнь наиболее тяжело проходит для старшего поколения, для пожилых людей, оно как раз у нас и сегодня реализуется. Сегодня вот по республике из 116 случаев двое тяжелых, и оба как раз вот у пожилых людей. Оба жительницы Якутска, одной 65, другой вот 82 года. Хочу сказать также, что по ЧНД сегодня уже работает большая бригада, много вопросов поступает от жителей Якутии. 36 человек прилетело с «Газпрома» медиков, 10 человек отсюда Минздрав отправил, 7 человек Роспотребнадзор. И сегодня ситуация уже четко под контролем, выстроена система фильтрации, система работы на местах. Сегодня, завтра, послезавтра принято решение руководством «Газпрома» по нашей просьбе у всех работников Чайнинского месторождения будут забраны анализы, потом они будут уже отработаны в Москве и в Санкт-Петербурге в лабораториях. До конца недели мы будем четко понимать, сколько человек у нас по ЧНД больных. Все-таки ситуация пока вызывает осторожный оптимизм, потому что вовремя принятые вот по нашей просьбе решения по изоляции больных, по разделению потоков, по карантину, они все-таки позволяют надеяться, что число больных все-таки не будет очень большим. Также хочу сказать, что вчера в рамках дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса разработан и сегодня вот подписан указ по дальнейшей поддержке малого бизнеса, которым предусматривается ряд мер по субсидированию и процентных ставок, по субсидированию арендных платежей малого бизнеса и по поддержке тех индивидуальных предпринимателей, которые сегодня являются многодетными, одинокими матерями. Такие меры поддержки тоже будут оказываться. Поэтому просьба вот как раз представителей малого бизнеса в этой части новые положения указа изучить и уже отрабатывать все эти вопросы с Министерством предпринимательства нашей республики. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 21 апреля. Оставайтесь с нами. Более 80 тысяч граждан уже получили бесплатный земельный участок на Дальнем Востоке. Проект стал возможным благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Чтобы оказаться в числе счастливчиков, выполните эти 7 шагов. Заявка оформляется на сайте на дальневосток.рф. Авторизуйтесь в системе через учетную запись портала госуслуги.ру. В разделе «Карта» определите место вашего гектара и проведите автоматическую проверку на отсутствие ограничений. Если их не выявлено, следуя инструкциям на портале, подайте заявку в личном кабинете. При положительном результате вам будет направлен проект договора о предоставлении участка в пользование.